женщин с инвалидностью, а также по вопросам защиты переживших насилие. Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики совместно с общественным объединением Агентства социальных технологий продолжает реализацию проекта расширения прав и возможностей женщин и девочек с инвалидностью, усиление защиты от гендерного насилия в Кыргызстане. В его рамках во всех 7 областях страны стартовала серия информационно-консультативных семинаров. Вопрос именно борьбы с насилием девочек и женщин с инвалидностью, на мой взгляд, это сегодня такая первая акция, это первая ласточка, это очень хороший шаг, потому что это идет в унисон также с новым законом по инвалидности, который был подписан нашим президентом Садыром Нуркожоевичем, как известно, в августе 2025 года, где, в общем-то, ставится большой стоп к тому, чтобы не подвергать какому-либо насилию вообще лиц с инвалидностью. Но то, что сегодня мы выделяем в этот фокус особых субъектов, девочек и женщин, это особенно показательно и важно для нашей страны. И я бы хотела, чтобы эти семинары проводились на систематической основе, носили системный характер и продолжались. Данные семинары ориентированы на сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел, адвокатуры и социальных служб. Их главная задача – повысить уровень осведомленности и профессиональных навыков специалистов, которые работают с пострадавшими от насилия женщинами и девочками с инвалидностью. На семинаре сегодня будут как теоретическая часть, так и большая часть будет касаться как раз именно практических аспектов. Будут рассмотрены конкретные кейсы, случаи и разбираться, как должны были действовать в той или иной ситуации, например, следователи, или каким образом адвокаты должны представлять интересы пострадавших, или какие-то важные аспекты для внимания судей. Поэтому мы надеемся, что такого рода обучение оно сделает наше общество более безопасным, а женщин и девочек с инвалидностью сделает для них доступным вообще возможность защищаться. Участники отмечают, что формат семинаров оказался максимально практикоориентированным. Обсуждались реальные кейсы, пути преодоления барьеров в системе оказания помощи и юридической поддержки. Подобные мероприятия играют ключевую роль в формировании устойчивых навыков и расширении знаний, которые они планируют применять в своей повседневной работе. Международные стандарты говорят независимо, ментальные и так далее, они должны иметь эти права. Знаете, здесь мы очень много можем узнать, как можно, какие положения применить, какие законы применить, какие кодексы применить. И в первую очередь обучить того женщину, если нам попадется обращение с этим, мы должны вот здесь тренинг узнать, куда же им защитить, какие защитные ордера можно им выдать по защите семейного насилия, по защите через других граждан. Здесь мы на тренинге вот это мы должны узнать и это применить в своей практике. Следует отметить, проведение таких мероприятий – важный шаг в сторону построения инклюзивного общества, где права всех граждан, независимо от пола или состояния здоровья, будут надежно защищены. В некоторых семьях стесняются и вообще не говорят, что у них есть дети. Айкен Маратбекова, Джумабай Исманалиев, УТРК, Чуй.